Сегодня у меня гостит актриса театра малочисленных народов Севера и кино. Девушка очень известная актриса. Она сыграла в ужасном ужастике на якутском языке, которое вышло вот буквально недавно. Ива Кузьменко. Привет, Ива. Привет. Как дела у тебя? Отлично. Потихонечку живем. Совсем неожиданно мы с тобой встретились сегодня. Да. Я знаю то, что ты была далеко от театра, совсем от искусства, и как ты туда вообще, как ты оказалась там? Ну, действительно, я училась в РК, Республиканский колледж, лицей имени Шамаева. 7 лет училась, была математиком. Потом, после окончания, я поступила в Московский институт стали и сплавов. 5 лет Как неожиданно! Да, в Москве. 5 лет там отучилась, приехала, и вот буквально просто работы не было. Меня хотели отправить в Мирный и в Удачный. А здесь в то время у меня был жених, тогда еще. Дом родители мои подарили к окончанию. И вообще у меня не было желания куда-то уезжать, тем более я соскучилась по своим родным. 5 лет же вдалеке была от них. Конечно. И я отказалась. Они сказали, ну тогда ищите сами работу. И как раз в этот же год открылся Театр народов Севера в руководстве тогда еще моей мамы Никитиной Любовь Алексеевны. Она просто спросила, не хочешь ли у нас поработать? Ну, какое-то время пока... Поработать в качестве кого? Артиста. Я же с 3 лет танцую. Все равно гулун это мое все, это мое второе я. Ну, если можно так сказать, потому что, будучи беременной, моя мама создала этот театр. Театр, говорю. Ансамбль. Да. И получается, я была какой-то музой, наверное. В общем, ты впитала всю эту энергетику танцев, будучи уже в утробе матери. Да, И в 4 годика я уже вышла на сцену в первый раз с гулун. И танцевала как маленькая солистка, потом уже в основном составе с 14 лет. Училась в школе и ходила на танцы. Потом в 2007 году мы начали работать уже как хореографы. Я получила свою первую зарплату. 7 тысяч, тогда это были очень большие деньги. Да, и вот с тех пор я как бы связана все равно с культурой, но мама моя категорически не хотела, чтобы я работала в сфере культуры, потому что, это нервотрепка, это переживание постоянное, потому что, да, очень эмоционально, потому на самом деле, люди так есть. Культура, они очень такие спады, перепады, да. Но все равно это, наверное, судьба. Вот я отучилась там, тут. Потом я приехала, еще училась на институт управления, в институте управления при президенте РСИА. И все равно работаю в театре. Наверное, вот действительно судьба, сама судьба. А гулун как переводится? С эвенского слова костер, огонь. Ух ты! Поэтому вы такие огненные танцы, наверное, такие эмоциональные, сильные. И вот театр уже много лет работает, и вы много гастролируете. Да. И в каких странах вы были? Мы гастролируем в основном как гулун, как народный ансамбль танца гулун. Где мы, много где были на самом деле. В Америке, в Бразилии, в Канаде, в Мексике. Это еще вот эти вот страны, да. А Европу почти всю объездили. В Азии тоже не были, в Индии, не были в Австралии. Есть, конечно, страны. Но хочется все-таки побывать еще во многих странах. А как не сложно вообще морально и физически ездить, выступать, все равно климаты разные, менталитет другой? Менталитет, между прочим, очень даже во многих странах прям такой классный. Они прям всем улыбаются. У нас же в России такой более холодный такой народ, сдержанный народ. А за границей не так. Прям все готовы помочь любому, человеку. Но это плюсы. Но есть и, конечно, свои минусы. Вот действительно климат. Бывает такое, что прям, например, в Японии у меня началась астматические такие... Припадки? Да, припадки. Вообще не... Как приехала домой, у меня все пропало. Но это тоже есть свои минусы. А в Якутии вы как часто выступаете? В Якутии, часто. Приглашают и в концертах. Я это про концерт пытаюсь тебя. Кстати говоря, вот
На камеру могу, да? Ну, может. Ага. 29 мая у нас состоится большой концерт, концерт ансамбля «Гулун» в Саха академическом театре, начало 17:00. Цена билета 500 рублей. Всех ждем, готовимся прям каждый день. У нас очень много новых танцев мы приготовили, репертуар обновляем все время. Приходите 29 мая в Саха академическом театре. Итак, а как ты оказалась вот в фильме? Когда ты начала сниматься и сколько уже у тебя фильмов? Ну, первый опыт у меня был в 2010, что ли, или в 2011. Мы сериал снимали в Москве. Тогда еще братья Крафт, ну как сказать, студия братья Крафт была. Максим Захаров, Сарел. Вот они пригласили меня сняться в сериале «Сорумню». Дмитрий Ядрахинский вел. 10 серий, кажется, было. Мы отсняли, по НВК показывали, а потом я полностью уже погрузилась в учебу. И вот буквально в прошлом году на меня вышел продюсер, его зовут Петр Соловьев. Он спросил, не хочу ли я попробовать себя уже в полнометражном кино. Я, конечно, на самом деле, я об этом мечтала с детства. Прям я так хотела стать актрисой кино, именно почему-то кино. Но молчала, я никому не рассказывала, это такая вот детская мечта была. И, конечно же, мне предложили, я прям сразу согласилась, пошла на кастинг, уже встретилась, познакомилась с режиссером Петр Хики. Он дал мне ситуацию определенную, сыграла и сказал, завтра... Покажи, как это было. Какая ситуация была? Ситуация была такая, сейчас я вспомню. В общем, я должна была расплакаться. Но я все равно согласилась, и вот дали такую ситуацию, чтобы я расплакалась. Попробуй. Не, сейчас у меня настрой совсем другой. А так, да, я расплакалась. Но на самом-то деле для меня лично плакать проще, чем смеяться. Именно что на сцене, что перед экраном. Потому что искренне смеяться это всегда сложнее. Особенно, когда ответки нет. А плакать, да, что-то там плохое вспомнишь, сразу слезы наворачиваются, это. Или уже когда съемки идут, или спектакль, уже полностью погружаешься в эту роль, и как бы слезы тоже сами текут. Давай все равно попробуем. В конце тогда потом ставим. Вот сам фильм, как он снимался? Это было смешно или как-то страшно было? Потому что как-то многие же говорят, особенно когда вот якутские поверья, эти ужастики, тюбельта, они всегда как-то действуют намного сильнее, чем вот американские ужастики. Да, это точно. Из-за того, что прям это якутский ужастик, многие просто побоялись пойти в кино. Даже мои друзья, мои там одноклассники, одногруппники, так и сказали, так и говорят, нам реально страшно. Мы очень хотим посмотреть на тебя именно, но нам страшно. Потом как спать? Все-таки это же в Якутии снималось. Но на самом деле во время съемок не так уж и страшно было, потому что, буквально говоря, артисты одевали. Мы же сами одевали эти костюмы, либо же режиссер говорит, вот идет рубашка, там это, играй на это, играй на то. Зеленый экран. Многие картины так и снимались в зеленом экране. А для меня, например, самый сложный момент в фильме был, когда сцена сна, и вот так вот меня в землю закапывали. Я смотрела фильм. И вот это вот реально действительно. У меня фобия, клаустрофобия. И действительно меня вот так вот закапывали землей. Это было ужасное чувство, потому что с фобией как-то преодолеть это, но для меня это какой-то шаг в своей, для личного роста это был такой шаг. А сколько попыток было? На третий дубль, кажется. На третий дубль получилось. Первые я прям так сразу выходила. Там обратную съемку сделали, как будто закапывают. Я выходила, наоборот, сделали обратную съемку. Вот. Конечно, после фильма мы прошли обряд очищения, алгыс, все такое, все старались соблюдать. И до съемок
был алгыз, и после съемок почистили все. А Всех какие нас. у тебя свои ритуалы есть? Вообще, Свои. что ты придерживаешься? Вот кто-то там оладьи готовит, кто-то ходит по отцы делает, кто-то что-то делает. Не Ну, знаю. бацы я тоже пробовала. Ну, на самом деле, я православная, я крещенная, я обязательно хожу в церковь по праздникам. Не часто получается, к сожалению, но я хожу в церковь, ставлю свечку, молюсь и так далее, икону целую. Это, ну, в пределах для меня норм обязательно. Но в то же время у меня же тоже якутские корни есть, я не отрекаюсь от якутской веры. Всегда я готовлю те же оладьи, всегда печку кормлю и в землю, когда, ну, Когда уезжаешь? Да, куда-то. обязательно. Вот это все я придерживаюсь. И у меня есть свои амулеты, которые никому не показывают. Ну, Кроме театра, кроме кино, кроме путешествий, что тебе нравится? ну, я люблю читать. Правда, в последнее время у меня чисто по времени не получается. Читать я, ну, это, наверное, заслуга РК. Там же прям заставляют читать, и на самом деле это очень хорошо, потому что ребенок должен читать, потому что вырастешь, не читаешь, уже как бы и кругозор, да, узкий получается. Еще помимо этого я вела фитнес какое-то время, Что за фитнес? и кардио, и растяжка, и Силовые, я не знаю. силовые, да. Мгм. Ага. На 3 вида это делится, как начинается с кардио, потом силовые и в конце растяжка. На самом деле у меня есть и сертификат, я училась, это не просто так взяла, да, потренировала. Мгм. Училась, ну, на курсы ходила здесь, в Якутске. Хорошо. заниматься. И какие вопросы тебя больше всего раздражают? Ну, все равно как бы эра Инстаграма, много всего, какие-то неудобные вопросы. Какие вопросы тебя просто выводят из себя? Ну, не выводят, а как-то так... Не хочу отвечать на такой вопрос. Какой? Какие вопросы? Ну, вот про личную жизнь, допустим. А Ну, вы замужем? Сколько детей? вот такие вот вопросы, потому что, ну, как А сказать... как уходить с таких вопросов вообще? Легко, просто я говорю, не встретила еще. Ну, так и есть. Были попытки, конечно. Где-то судьба сама отбирает, где-то что-то не случается, не получается. Ну, у каждого своя линия судьбы, как говорится, поэтому. И с детьми то же самое. Если пока Бог не дает, как я могу это, да? Я же не могу заставить, чтобы у меня родились дети. Ну, я надеюсь, что в свое время будет и муж, и дети, и все такое. Хорошо. А еще какие вопросы? Ну, на самом деле, я не такой уж и раздражительный человек. Стараюсь отвечать на все вопросы. Вот так и не вспомнишь. Но бывают действительно вопросы, которые... Ну вот зачем вы это спрашиваете, да? Ну сейчас... Ну, какой вопрос? Я хочу спросить его у тебя. Не знаю даже. Вот, например, многие спрашивают, почему ты такая худая? Ты не ешь? Почему такая худая? А я же нормальная. Сейчас вот у меня состояние совсем нормальное. Я была действительно худая, я весила 45 килограмм. Вот тогда у меня действительно истощенное тело было. А сейчас я в норме, я кушаю нормально, я могу в час ночи проснуться покушать, все это в пределах нормы. Ну вот бывает раздражает действительно. Не кушаешь, что ли? На диете, что ли? Нет, не на диете. Просто, может, там такая структура, или, ну, двигаюсь много, это. Конечно. Ну, бывает, вот эти вот вопросы бывает, что раздражают. Порой. Спасибо большое, Ева, за общение. Мы так классно с тобой поболтали. И хочу пожелать тебе всего-всего самого прекрасного. Спасибо вам. Творческих успехов и Спасибо. меньше неудобных вопросов. Спасибо большое вам тоже. Процветания, всего самого наилучшего.